Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Я его ведущая Наала Кови. Сегодня в программе. Об очередном дне игр и о том, какие результаты у абхазских спортсменов в материале наших корреспондентов. На культурно-деловой платформе ГУМА прошла лекция народного артиста Абхазии Надара Чанба. В Гудауте идут работы по благоустройству города, а также лечение пальм. Репортаж наших коллег из Гудаута ТВ. Начнем выпуск с хороших новостей из Казани, где проходят международные спортивные игры БРИКС. Абхазские борцы Даниил Харчилава и Марат Кокускерия стали бронзовыми призерами турнира по вольной борьбе. В минувшие выходные также были проведены соревнования по баскетбольному двоеборью. А 18 июня стартовали соревнования по шахматам. Об очередном дне игр и о том, какие результаты у наших спортсменов в материале Адиса Сагария. Седьмой день международных соревнований игр стран БРИКС для наших спортсменов стал успешным. 2 бронзовые медали стране принесли борцы Даниил Харчилава и Марат Кокускерия. В схватке за бронзовую медаль Даниил одержал победу над спортсменом из Китая со счетом 11-0 в весовой категории до 65 килограммов. Бронзовую медаль в весовой категории до 70 килограмм присудили Марату Кокускерия. Столица Татарстана неоднократно организовывала международные соревнования и становилась центром масштабных событий в мире спорта. В рамках игр БРИКС в течение 12 дней порядка 5000 спортсменов соревнуются по 27 видам спорта. В прошедшие выходные были проведены соревнования по баскетбольному двоеборью и вольной борьбе. Нужно отметить, что на играх находится бригада абхазских медиков Алексей Корчава, Хаджарат Шамба и Ахра Чиковани. Они при необходимости оказывают помощь нашим спортсменам, выступающим на играх. Во дворце единоборств в полуфинальных поединках по вольной борьбе в 10 весовых категориях нашу страну представили Даниил Харчилава, Марат Кокускерия, Леон Скуя, Астамур Гунба, Саид Джинджа, Аляс Багателя и Рустам Логинзе. Также в составе сборной Сирии на ковер вышел Инал Берзенья. Соревнования по спортивной борьбе проводятся в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта. Главной целью поединка является прижатие противника спиной к ковру. Европейский вид борьбы, в котором абхазский борец Даниил Харчилава посредством определенного арсенала технических действий пытался вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру удалось. Абхазские болельщики на спортивных трибунах Казани душой и сердцем болеют за своих соотечественников, которые на разных спортивных площадках стремятся достичь высоких результатов. Первый раз наша страна участвует в таком масштабном мероприятии и переполняет гордость то, что наша сборная под нашим абхазским флагом. И когда наш легендарный Ахрик Цвейба выносил флаг, мы открывали церемонию открытия, наш флаг выносили первым. Это те чувства, которые не передать. И когда наши спортсмены борются, когда называют страну, это такая радость, это гордость за нашу страну. Они встречаются с первыми номерами. Все-таки это колоссальный опыт будет для них. И я думаю, они, смотря на свои проигрыши, будут понимать, что они проиграли первому номеру. Поэтому, я думаю, отчаиваться не стоит. Достойны наши спортсмены участвовать в таких играх. Очень много ребят поддержали нас, приехали в Казань и поддерживают. Они с одного спортивного объекта едут на другой спортивный объект, везде с флагами, шарфами. Очень много ребят из Москвы приехало поддержать наших соотечественных, живущих в Москве. Соревнования по баскетбольному двоеборью прошли в баскет-холле, где абхазские спортсмены встретились с баскетболистами из Армении. Нашу команду представили Сандро Харазия, Николай Кузнецов
Кузнецов и Тенгиз Авицба. В борьбе за победу команда Абхазии уступила сборной Армении в заключительном матче группового этапа со счетом 28-23. Атмосфера на играх БРИКС дружелюбная. Казань в очередной раз показывает миру, как нужно проводить крупные спортивные мероприятия. Собрались, показали характер, показали хорошую игру. Соперники были чуть послабее, но тоже показали хорошую интерактивную игру, и мы одержали победу. Это для нас впервые, это для нас огромный опыт, и мы потихоньку учимся и показываем, набираем опыта и играем. По составленному регламенту игр стран БРИКС 18 июня прошли соревнования по шахматам и в вольной борьбе. Спортсмены разыграли 6 комплектов медалей. Участники соревновались в быстрых шахматах и блиц в личном и командном зачетах. Тренер абхазской команды Альберт Карапетян. В составе сборной выступили Отар Хурхумал, Ася Арюта, Дея Амичба и Руслан Запшба. Соревнования будут проходить 4 дня. И 4 дня, каждый день это отдельный турнир. Вот завтра будем играть блиц, 3 минуты плюс 2 секунды. Также отдельный зачет мужчины, отдельный зачет женщины. Также швейцарская система. И оставшиеся 2 дня это командные соревнования. Участники соревнований очень сильные. Если посмотреть стартовый лист, международные гроссмейстеры, а также международные мастера. Мы надеемся на достойное участие. Все готовы к бою. Сегодня мы пришли поддержать наших ребят, вольников. Вчера был очень тяжелый день для них, и для нас тоже мы очень сильно переживали за них всех. И двое наших ребят, Даня Харчалава и Мурат Кокускерия, сегодня вот боролись за бронзу. И, естественно, они ее завоевали, хотя мы все уверены были в том, что они завоюют золото. Но чуть-чуть не повезло. Все наши ребята молодцы, все наши спортсмены, мы за них очень сильно переживали. И мы уверены, что в следующих соревнованиях, в следующих стартах мы уже точно будем первыми. Они это заслуживают, они самые лучшие, и мы их очень сильно любим. Спортивная аналитика, видеоотчет, фото, эксклюзивное интервью, опросы и, главное, результаты наших спортсменов с мультиспортивных игр БРИКС в Казани в нашем следующем репортаже. Адис Сагария, Нарсо Цулуки, Казань, Абхазия. 4 врачей удостоены почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия». Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжаня. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания удостоены Ирина Ануа, главный врач Республиканской специализированной психиатрической больницы, Белла Смыр, врач-кардиолог, заведующая приемным отделением Сухумской городской клинической больницы, Александра Чанба, врач-психиатр, заместитель главврача по лечебной работе Республиканской психиатрической больницы, Лариса Чкадо, участковый врач-терапевт Сухумской первой городской поликлиники. Следующим указом президента психологу женского отделения Республиканской психиатрической больницы Мананика Губава присвоено почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия». 6 июня в МВД Абхазии поступило обращение от гражданки России Третьяковой о том, что автомобиль Lexus ES 350, переданный ей в пользование по доверенности с согласия собственника гражданки Корбут, был передан гражданину Республики Татарстан Ахаяну и впоследствии вывезен из Сочи в Республику Абхазия. 7 июня нотариально заверенное юридическое право на представление интересов гражданки Третьяковой предъявил гражданин Пушкарев. Заявление было принято и зарегистрировано в УВД по городу Сухум. Также заявители указывают, что со слов гражданина Ахаяна в период пользования автомобилем у последнего в Абхазии возникли некие разногласия с неизвестными людьми, в результате чего машина была отобрана и по настоящее время эксплуатируется третьими лицами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках проверки поступившей информации вышеуказанный автомобиль 18 июня обнаружен сотрудниками уголовного розыска в Гагарском районе на территории кладбища у Пицунского поворота. По предварительным данным, гражданин Ахаян покинул территорию Республики Абхазия. Доследственная проверка по вышеизложенным обстоятельствам продолжается. Сдерживать улыбку, но сегодня самый лучший день в моей жизни. Я просто пришла в себя. Мне Максим час назад прислал сообщение, что нашу машину нашли, прислал фотографию ключа.
Это невероятное ощущение. Я выражаю огромную благодарность МВД Абхазии. Спасибо большое, спасибо, что содействовали, спасибо, что довели дело до конца. Спасибо большое за проделанную работу. На культурно-деловой платформе ГУМА в рамках проекта «Культурный марафон» прошла лекция народного артиста Абхазии Надара Чанба на тему «Абхазская народная песня в современном мире». Проект реализуется при поддержке администрации президента Абхазии и направлен на развитие подрастающего поколения. На лекции была и наша съемочная группа. Репортаж Заура Кварча. Музыка – неотъемлемая часть жизни человека. С незапамятных времен она является сильнейшим средством воздействия на эмоциональную и нравственную сферу индивидуума, наполняя души воинов мужеством и отвагой, придавая силу трудящемуся народу и даже успокаивая боль от ранений. Песня сопровождала наш народ во все времена его существования. Так какую роль занимает народная музыка в современном абхазском обществе и нужна ли она в эпоху глобализации и смешения культуры и традиций? Задается вопросом народный артист Абхазии, дирижер, композитор и музыкант Надар Чанба. лекции за абсважлар раша, абсважлар музыка, аша кве инструмент кве вартиге харила чужот, а хоть кве зета ход. Я зидзюрет ахцат нас турых как интересер капаскуяна год. Варт герзета сверстолпап суаша заку из холчиао до хасьяцу юнуцхапе эйчо галашаге бартсаге харалачу жерстаху. Музыкари культура хтаков их обрезен культуре хархар хталзар хашакаге хархар хабазшей хархар. В современной психологии распространена практика музыкальной терапии, которая является частью арт-терапии. Музыка используется в лечении, реабилитации, образовании и воспитании детей. Надар Чанба напоминает, что в абхазской культуре музыка также использовалась как лечебное средство и имеет мощное влияние на внутреннее состояние человека и даже самой природы. Музыка, она действует напрямую человека, да, его внутренние вибрации. Музыка лечит. Кстати, в цивилизованных странах очень развита уже вот эта музыкальная терапия. Музыка, хорошая музыка лечит. А есть деструктивная музыка. Я вам сказал, что музыка – это страшнейшее оружие. Если ее не понимать, музыка может гармонизовать человека, а может разрушить человека. Лекция «Абхазская народная песня в современном мире» была прочитана Надаром Чанба в рамках проекта «Культурный марафон», организованного на культурно-деловой площадке ГУМА при поддержке президентской администрации. Мероприятие посетил руководитель администрации президента Бисалом Кварча. Как отметила руководитель платформы ГУМА Хибла Возба, к проекту, стартовавшему в прошлом месяце, будут привлечены выдающиеся культурные деятели страны. Это культурно-образовательный проект с целью проведения серии лекций, мастер-классов от, не побоюсь этого слова, выдающихся деятелей культуры в различных сферах культуры. Мы начали в прошлом месяце с лекции об абхазских народных инструментах, и руководитель ансамбля народных инструментов Денис Аруха провел у нас мастер-класс и лекцию. И сегодня уже вторая встреча в рамках этого проекта. В завершении лекции перед собравшимися выступил инструментально-фольклорный ансамбль «Мырзакан». Заур Кварча, Абхазское телевидение. В результате ливневых дождей, прошедших недавно в республике, пострадала часть республиканской трассы в районе села Кындых. Сейчас здесь ведутся ремонтно-восстановительные работы. Специалисты выравнивают дорожное полотно, засыпают образовавшиеся углубления щебенкой. Следует отметить, что в этом месте во время непогоды дорогу подмывает постоянно. Чтобы раз и навсегда решить проблему, необходимо расчистить русло реки Туумыш примерно 2 километра. При хорошей погоде работы по ремонту автотрассы будут завершены в течение 3 дней.
В Гудауте идут работы по благоустройству города, а также лечение пальм. Специалисты обрабатывают деревья специальными препаратами, чтобы защитить пальмы от насекомых-вредителей. Подробности в материале наших коллег из Гудаута ТВ. На текущей неделе в районе были проведены работы по благоустройству и уборке города. Работниками жилищно-коммунальной службы была скошена трава на территории города. Об остальных проведенных работах в интервью с нами поделился директор управления жилищно-коммунального хозяйства Феликс Симпсон. Мы подготовились на центральном пляже. Это и установка морских буев, это и раздевалки, это и душевые, это и новые лавочки, новые урны. Вот сейчас в данный период времени на центральном пляже идет планировку, делает бульдозер, трактором планировку проводим. Где мы сейчас находимся, это центральная часть города, проспект Героев. Здесь проводится текущая профилактическая работа, это лечение наших пальм, им более 50 лет уже. Для сохранности, вот как видите, это мы ежегодно профилактически 3-4 раза делаем. Я надеюсь, что и горожане с нами рядом станут, помогут нам, чтобы для чистоты этого города. Я надеюсь, что мы достойно этот сезон проведем. Мы ждем очень большое количество отдыхающих в этом году, и мы все сделаем возможное, чтобы эти люди удовлетворительно уехали отсюда с хорошим настроением, с хорошим настроем, чтобы на будущий год еще больше людей посетило наш город. Рафида Смер, Дамир Гонжева, Гудаутское районное телевидение. В Южно-Сахалинске открылся 5-й фестиваль театров Дальнего Востока. В качестве приглашенного театра в нем принимает участие Государственный русский театр драмы имени Фазили Искандера. Фестиваль театров Дальнего Востока открылся уличным показом спектакля-концерта «Рождение человека» по рассказу Максима Горького, в котором действие происходит в Абхазии. 19 и 20 июня Русдрам покажет 2 спектакля. Моноспектакль «Энджи Ханум. Обойденное счастье» по повести Даура Зантария и Софичку Искандера. 21 июня в 21 час у памятника неизвестному солдату на набережной состоится международная мемориальная акция «Свеча памяти». Представительство Россотрудничества приглашает присоединиться к акции всех, кому дорога память о павших героях Второй мировой войны, защитниках Родины и жертвах фашизма. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается во всем мире накануне начала Великой Отечественной войны. Часть Сухума и Сухумского района останутся без воды 19 июня. Как сообщает столичный водоканал, подача воды будет прекращена с часу ночи до 2 часов дня в районах Турбазы, Синопа, Кадорского шоссе, улицы Чанба и Армейское, село Баслата. Отключение связано с ремонтными работами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 19 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью 19-24, днем 23-28 градусов, температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.